Привет всем! Мы рады видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о поддержке мобилизованных и их семей. Друзья, внимание на экран. Частичная мобилизация проходит в России с 21 сентября. В Минобороны России сообщали о планах призвать 300 тысяч россиян. Для мобилизованных будут предусмотрены все льготы, которые положены участникам спецопераций. Указом главы Республики Саха установлены меры поддержки семей военнослужащих и граждан, мобилизованных в соответствии с указом Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации. Также в Госдуму внесен законопроект, определяющий различные меры поддержки мобилизованных граждан и членов их семей, направленный на повышение уровня социальной защищенности такой категории граждан. Поддержка мобилизованных со стороны общественности координируется Общественной палатой республики и Общественным штабом Якутия с тобой. Работа общественников началась сразу после объявления частичной мобилизации. Штаб нацелен на оказание материальной и моральной помощи призванным якутянам, обеспечить их по мере возможности необходимыми на первое время вещами и лекарствами. Достаточно ли будут эти меры поддержки? И соответствуют ли они запросу общества? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели, они будут располагаться справа от нас. Это те, кто считает, что поддержка мобилизованных и их семей обеспечивается на должном уровне. Это и высокие жалования, это статус приравненных к контрактникам, социальные льготы. Также хорошим подспорьем является поддержка со стороны общественности. Реалисты – это те, кто считает, что поддержка мобилизованных и их семей не соответствует запросу общества. Необходимы конкретные меры, которые бы обеспечивали мобилизованных и их семьи всем необходимым. Реалисты будут располагаться слева от нас. Непосредственно при этом задача каждой стороны стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого из вас будет возможность перейти из одной стороны в другую, то есть поменять свою точку зрения. Выбираем зоны. Мечтатели справа. Реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Председатель Республиканской общественной спортивной организации «Славутич». Президент Федерации самбо Якутии. Член Общественной палаты Республики Саха. Вячеслав Литавин. Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Вячеслав, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы рассказали нам немного о себе. Родился я в городе Чите, учился в интернате №1, так как мама была одна. Занимался спортом, дзюдо и самбо. Занимался у Дерябина, заслуженного тренера РСФСР. В 1984 году приехал в речное училище, поступил, отучился, пошел служить в армии, отслужил в армии 2 года. После армии вернулся, отработал в речном училище командиром роты и поэтому еще работал тренером. Открыли клуб, занимался, то есть работал еще на флоте, работал тренером, то есть все это совмещал, еще сам выступал как спортсмен, то есть, и потом дальше работа, бизнес, спорт, все это одно, общественная работа, поэтому кратко могу сказать, что учился, работал, служил и остаюсь преданным своей стране. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы, быстрый ответ. Так, первый вопрос. Буквально недавно мы вернулись из Владивостока, куда была доставлена часть гуманитарной помощи для мобилизованных из нашей республики. Поделитесь, каково их состояние? Боевой дух хороший, настроение хорошее. Ну, есть, конечно, ребята, которые немножко и подавленные, есть такая молодежь, там есть такие ребята, но в целом я вижу, что идет взаимовыручка, ребят друг друга поддерживают, старшие товарищи, которые служили в горячих точках, там многие ребята, поэтому где-то идет обучение, идет боевое слаживание, ребята настрой хороший, и все морально так настроены по-боевому.
наша поддержка, которая сегодня осуществляется благодаря правительству республики, общественной палате, да, и тем же волонтерам, которые сегодня действительно собралась такая группа людей, которые не безразличны, что происходит, поэтому эта поддержка, она, конечно, ощутимая, потому что когда мы приехали, воинские части, все это вот отдавали, ребята действительно понимают, что республика с ними, что сегодня это общее дело, то есть как бы все для фронта, все для победы. Вот эти фразы, которые были в 41-м по 45-й, они сегодня как бы актуальны, поэтому наша задача действительно консолидировать общество вокруг этой проблемы, действительно проблема. Назвать ее проблемой я как бы тоже, ну, пускай это будет проблема, да, пока проблема, но я думаю, она перейдет в победу 100%, потому что моральный дух воинов сегодня действительно на высшем уровне. Мы разговаривали и с призывниками, разговаривали даже с ребятами, которые добровольцы. У тех вообще боевой дух, они вообще все настроены, потому что все сознательно идут и понимают, куда и зачем. Назовите главное, что сейчас необходимо мобилизованным. Для мобилизационного людей, которых мобилизуют, я считаю, что самое главное – это дух, внутренний дух понимания, куда ты идешь, что там не прогулка, это 100%, что там надо быть готовым к тому, что в тебя будут стрелять, тоже нужно быть готовым, да, что ты будешь тоже убивать и стрелять, тоже нужно быть морально готовым, потому что как ни крути, как ни верти, да, мы пытались на протяжении многого времени оттянуть, там, я не знаю, оттянуть, сказать людям, что не нужно решать эту проблему войной. Давайте разберемся мирно, давайте найдем. Были Минские соглашения, были разные вопросы, решения вопросов, но так или иначе нас подвели к этой точке, которая сегодня необратимо перевернулась в военное положение. Мобилизованному могу сказать одно. Настрой должен быть бойцовский и не понимать. Не надо навязывать себе, что тебя куда-то кинут, как пушечное мясо, там, куда-то там погибать. Нет, конечно. Я думаю, что там есть командиры, есть понимание высшего эшелона власти и командования. Все прекрасно понимают, что такого не будет. Вот это ответ такой. Если говорить о семьях мобилизованных, какая поддержка им оказывается сейчас? Сейчас готовим от общественной палаты такую брошюрку для каждого военного, который призывается, чтобы у него было понимание, какие у него льготы, чтобы он мог оставить там жене, там, маме, там, бабушке, что вот я ухожу, ну вот у вас есть то-то, 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 чтобы он немножко понимал. Потому что многие такие вопросы, как раз вот где я сейчас был, многие вопросы такие задают. Какие у нас льготы, какие мы там, у нас возможности, там, то, что мы там сейчас на боевых действиях. Поэтому мы сейчас подготовим. Это обязательно брошюрка будет. И я думаю, все будут обязательно об этом знать и спокойно пользоваться всеми этими льготами, которые должны для ребят, которые сегодня действительно встали на защиту своего отечества. Почему общественности приходится собирать материальную помощь для мобилизованных? Ну, это совсем не так. Это не то, что там собирает, прям вот ничего нету. Вот мы приехали во все части, все есть, и автоматы есть, и одежда есть, и кормят хорошо, и в казармах чисто, и все это в порядке. Я думаю, что вот эта помощь, как вы говорите, это помощь от нас, чтобы воины чувствовали, что мы с ними, что мы все одна, что даже здесь, мы находясь здесь где-то, где не стреляют, где ничего не валится на нас, никакие там обломки, никаких зданий, они должны знать, что мы с ними. Наша задача, чтобы они нас чувствовали нашу энергию, чувствовали наше внимание к ним, что мы с ними всем сердцем и всей душой. Если говорить об общественной палате, какая конкретно работа ведется сейчас ею по поддержке мобилизованных? Общественная палата, во-первых, вот под руководством Николая Дмитриевича Бугаева сегодня проводится такая, что есть у нас созданный штаб. Там входят туда именно волонтеры. И вот многие говорят, что такое волонтер? А я всегда говорю, волонтер – это тот человек, которому не безразлично, что происходит в твоей стране. Поэтому сегодня, благодаря общественной палате, вот этим ребятам-волонтерам сегодня создалась такая системность. И, слава богу, она сначала была такая хаотичная, сегодня она такая принимает более такой, ну, как сказать, все четко, все для фронта, да, системность такая, куда что надо, срочно что нужно. Поэтому вот общественная палата, она занимается именно сегодня вот этой проблемой. Но также мы занимались, вот недавно провели форум, называется «Действовать», «Время действовать».
очень хорошая, очень полезная. Мы собрали активистов, общественников со всей республики, которые действительно ведут общественную работу и ведут вот именно и волонтерское, и с молодежью, и по патриотическому воспитанию. Там такая целая площадка была, поэтому работу ведем. Есть ли те, кто осуждают вашу деятельность? Как вы вообще к ним относитесь? Нет, ну, осуждение же оно есть всегда. То есть есть же и черное, и белое, да. То есть, ну, я хочу сказать, что те люди, которые это сегодня осуждают, ну, как он осуждает? Он не осуждает, они больше, как бы, знаете, противники, то, что сегодня происходит. Их тоже можно понять. Они, допустим, там где-то говорят, мы против войны. Ну, допустим. И я всегда говорю, ну, надо же разобраться, какая война. Понятно, что если война, она такая, которая там пришли, покорили, там, уничтожили, забрали, мы ничего не забираем. Мы ни у кого не уничтожаем. Мы пришли помочь тем людям, которые 8 лет пытались разрулить этот вопрос мирным путем. Но их не слышит ни мир, ни сообщество, все европейское. И вот поэтому я хочу сказать, что ситуация, которая сегодня, вы говорите, как их осуждать? Да ну как осуждать? Надо с ними разговаривать. Вот искать диалог, разговаривать с теми людьми, которые считают, что мы делаем, что они, вот, допустим, совсем на другой стороне, допустим, да. Но самое главное, чтобы они не вредили стране своей. Ты можешь возмущаться, ты можешь говорить, да, там, высказывать какие-то свои точки зрения, но не быть вредителем, паразитом. Совсем другая позиция, совсем другой смысл наших всех действий. Они все оправданы, поэтому разговаривать с ними надо. Так, Вячеслав, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться на сегодняшнюю тему. Это у нас и учащиеся, и студенты, и рабочая молодежь. Справа от вас расположились мечтатели. Они считают, что поддержка мобилизованных и их семей сейчас оказывается на должном уровне. Ну а хорошим подспорьем ко всему этому является также поддержка со стороны общественности. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что поддержка мобилизованных и их семей не соответствует именно запросам общества. Необходимы конкретные меры, которые бы обеспечивали мобилизованных и их семьи всем необходимым. Ну что ж, друзья, давайте обратимся уже к вам, к нашей аудитории. Друзья, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны. Чем обусловлен ваш выбор? Пожалуйста, давайте начнем с стороны мечтателей. Я думаю, то, что считается достаточным это. И есть к чему стремиться, чтобы не затрачивать большинство своих ресурсов на мобилизованных, я так считаю. Если человек сам своенравно пойдет на мобилизацию, это все-таки мужественно, да, получается. Он будет получать дополнительные выплаты или нет? У меня такой еще вопрос появился. И также я выбрал реалистов, потому что, ну, например, человек пойдет в армию, он, ну, на мобилизацию получается. И он пойдет, и не дай бог, он, например, умрет, а семья останется без мужчины, так скажем, отца или сына. И в основном он будет их кормить. И их кормил до этого. А если он исчезнет, то что их или кто их будет защищать? Я выбрал эту сторону, потому что считаю то, что это наша обязанность защищать нашу родину, мобилизироваться и так далее. Это в наших, так сказать, в крови у нас, так как мы считаем то, что надо вставать за нашу страну, за союзников и так далее. Я полностью поддерживаю политику нашего правительства, потому что мы боремся за наших граждан, которых бомбили в течение 8 лет. Своим указанием наш президент Айсен Николаев установил меры поддержки военнослужащим и гражданам мобилизованных. Я также хочу добавить, что контрактники, добровольцы — это люди, которые мужественно идут исполнять свой патриотический долг. И у таких семей имеются кредиты и ипотеки. И я считаю, что конкретной мерой поддержки было бы закрытие ипотек и кредит добровольцев, Мобилизованных. мобилизованных.
Это предложение действительно, оно очень хорошее предложение, потому что его действительно сегодня Госдума уже рассматривает, и я думаю, что этот закон будет принят. Я считаю нашим долгом защищать Родину. И мобилизация была именно нужна. Якутия выполняет свой долг, отдает своих отцов, братьев, друзей. Достаточные меры поддержки для семей. Производят разные акции. Мне очень нравится, что сами без какой-либо политики люди становятся добровольцами. Производят какие-нибудь, там, например, письмо солдату, есть у нас сейчас акции. Есть такое. Пытаются как-нибудь поддержать солдат. Правильно. Это очень важно. Реалисты, пожалуйста. Я тоже поддерживаю нашу страну и знаю, что наш президент принимает верные решения и правильный выбор и тому подобное. А почему ты занял позицию реалистов? Почему ты считаешь, что поддержка оказывается не должном уровне? Ну, до этого я не слышал позицию Вячеслава Литавина, вот поэтому... Я хочу сказать о том, что наша молодежь, она вся... Вот мы начали с того, есть ли герои сегодня из молодых ребят, которые сегодня там выполняют? Есть, много. В начале всей операции я, конечно, думал, что мы потеряли молодежь. Я думал, что они не смогут тут взять и противостоять вот этому натиску. А они показали такой героизм, да, что мурашки по телу идут. Я читаю, что они там делают, да, и я понимаю, я думаю, что сегодня деды наши, которые там в могилах лежат на этой там, на этой земле Донецкой, Луганской, там, Херсонщине, и они понимают, что их внуки, они достойные, они смогли показать тот героизм. Поэтому вся молодежь, что вот наш диалог-то он и должен быть с молодежью. Чем больше мы будем разговаривать, чем больше мы будем с ними общаться, вести вот это общее вот это понимание, вопрос-ответ, вопрос-ответ. И мы начнем понимать, что мы там делаем. Вот ты говоришь, что ты вот, до этого было такое мнение. И я думаю, что много ребят, которые сегодня выходят на площадь, они тоже множеством информационной такой паутины запутались там, да, в голове у них происходит, они думают, что-то тут неправильно, что-то тут не так, да. Ну, а если с ним поговорить, разъяснить, а понимание это одно. Россия воюет каждые 100 лет. Каждые 100 лет. Тут 100 лет война, 100 лет война. Так у нас, у всех, у нас ген уже войны. С нами вообще воевать нельзя. Это сказал еще Бисмарк. Я, говорит, знаю кучу методов вытащить русского медведя из берлоги, но я не знаю ни одного, как его туда загнать. Вот и все. Вот этим все сказано. Поэтому хотим ли мы войны? Есть стихотворение. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Спросите вы тех тополей, где лежат солдаты наши. Вот все это, вот этим все сказано. Поэтому мы не хотим войны. Ну, давайте к вопросу немного по-другому подойдем. Ребят, давайте зададимся себе вопросом, а действительно ли на достаточном уровне эта поддержка оказывается? Ну, когда мы с вами только сюда зашли, я вам сказал, что я свою позицию буду раскрывать чуть попозже. Я лично на самом деле считаю, что поддержка, она может быть более обширной, более объемной. Да. И опять же, вот девушка озвучила одно из своих мнений. Вот касательно того, что, наверное, стоит мобилизованных освобождать от уплаты ипотеки, каких-либо кредитов. Потому что я лично считаю, чтобы их дети поступали во все вузы бесплатно. Вот людей это бы в действительности мотивировало, поддерживало. Да. Потому что абсолютно точно, когда отправляется на фронт, в первую очередь кормилец. Человек, который занимается обеспечением семьи. Я хочу сказать, наша страна и так делает много для поддержки мобилизованных. Если каждому солдату платить такие деньги, то куда пойдет наша экономика? Я хочу побольше узнать об этой дискуссии по этой теме. И потом уже сделать выбор. Ага. А потом сделать выбор. Ну, давайте еще одно мнение послушаем старых мечтателей. Ребят, давайте поделитесь. Я поддерживаю эту позицию, так как сейчас даже те же новости до нас доносятся, что люди сами просят помощи, та же ЛНР и ДНР, они сейчас присоединились к России, и как бы они нуждаются в этой
помощи, им не хватает войну, солдат. Из-за этого Россия защищает свою, ну, так сказать, Территорию. людей, и кто нуждается в этой помощи. Но я поддерживаю эту позицию из-за того, что ну, все должны защищать долг и отдавать своей родине. А поддержка мобилизованных, она на достаточном уровне проходит? Ну, я считаю, да. Хочу так сказать вот насчет на сегодняшний день войны. Вот некоторые люди думают, да вот он поехал на войну из-за того, что вот из-за контрактников. Нет, в России много добровольцев, очень много, кто хочет повоевать за свою страну. Тут не играет роль деньги, не деньги, вот не контрактников. Вот как помним, мы в 43-м, 45-м, да, наши деды воевали, и мы повоюем. И вот некоторые говорят, из-за контракта государство вынуждает там 10 лет строгого режима из-за этого. Нет, добровольцев очень много, которые захотят защитить свою страну, защитить своих детей. И вот, что я хотел этим донести, то что некоторые думают очень много, что государство заставляет. Нет, на самом деле государство смотрит на человека, какой он. Есть ли в нем дух, есть ли в нем уверенность воевать. А вот некоторые смотрят это со стороны другой и делают быстрые выводы. Ну и давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю. Вячеслава, пожалуйста. Что делать, если меня случайно мобилизовали? По ошибке. Ну, По ошибке, по да. ошибке. Такие случаи сегодня. Ошибка-то она какая может быть? Просто мало информации. Допустим, если вы больной человек, там, допустим, у тебя там язва, там, или еще вот мы сейчас недавно двоих отправили с Сергеевки, да, тоже ребята попали, там у него язва, там, мы подключили полпресса, подключили медицину, дали справки. Главное, чтобы это все было правда. Чтобы это не было так, что вот его призвали, а сегодня эти справки нарисовались, то, конечно, все проверяется по ошибке. Самое главное, не стесняться и подходить, вот говорить, допустим, у меня там вот с кистой ребята попали с голова, ну, нигде не было там отмечено, а у него киста в голове. Ну, естественно, все, мобилизовали, отправили домой. Зачем он там больной нужен? Поэтому, если по ошибке, просто не стесняться и об этом говорить. Допустим, я студент там... кому нужно говорить? Кому нужно говорить? Ну, во-первых, это говорить командиру. Во-вторых, это нужно донести, там сейчас есть горячая линия Министерства обороны. Во-вторых, это есть телефоны общественной палаты, то есть могут дозвониться до меня, до военкома. То есть это все сейчас все открыто. Реалисты, пожалуйста, ваш вопрос. Как вы оцениваете уровень патриотизма молодежи и какие есть проблемы насчет этого? Ну, если честно, я скажу так, что патриотизм молодежи, я на протяжении 20 лет с лишним об этом говорю открыто, что мы не занимались этим вопросом. Занимались, ну, скользко. Занимались для галочки. Но сегодня мы поняли, где у нас ошибки, мы поняли, где у нас прорехи, и поэтому сегодня мы будем этим заниматься. Мы вернем, скорее всего, начальную военную подготовку. Мы вернули, слава богу, ГТО, готов к труду и обороне. Мы будем проводить множество всяких мероприятий, даже со стороны Федерации самбо мы проводим множество турниров, которые подходят под те или иные даты, там, к Дню Победы, героям России. То есть наша задача сделать так, чтобы вы, молодежь, понимали, что патриотизм это же не значит, что быть просто там вот физически сильным и завтра там, а быть полезным в своей стране. Каждый из вас должен понимать, что ты сюда пришел для чего? Чтобы после себя оставить то, чтобы твои дети, твои внуки жили здесь, чтобы здесь все было, чтобы здесь не развалилось ничего, не исчезли города, не исчезли. Вот задача, поэтому быть полезным. Поэтому вот наша задача сегодня патриотического воспитания сделать так, чтобы вы были действительно патриоты, чтобы вы любили свою страну, помнили свою историю, уважали своих предков, стариков там. Вот самое главное, вот в этом заключается все. И вот если мы вот к этому, мы сделаем это все медленно, постепенно, восстановим все. И я думаю, сообща с вами все вместе мы сделаем такую нашу страну, за которую нам не просто гордость будет, а жизнь здесь будет комфортно и прекрасно. Ребята-мечтатели, пожалуйста. Как узнать о состоянии мобилизованного? Вот, например,
Семья хочет узнать о здоровье, там, психическом, не знаю, о мобилизованном. Ну, во-первых, прийти в военкомат по месту, где он призывался. Обратиться туда. Телефон, я думаю, у военного есть, наверное, да, у этого солдата, скорее всего. Сейчас они все с телефонами. То есть, пожалуйста, позвоните, узнать, как вы. Вась, как ты там? Жив-здоров? Все ли хорошо? Ежели этого нету, приходите по месту призыва, где вы призывали. Обращайтесь, сказать, так и так. Хотим знать, где находится наш там муж, отец, там, сын. Я думаю, это открытая информация. Буквально военкомат все узнает и доложит. Поэтому все под контролем военной прокуратуры, все работает. Вся система сегодня, слава богу, мы ее выстраиваем. Конечно, она была в таком хаотичном состоянии, но сегодня, я думаю, все это есть, информация есть, и все ведется, и все знают, где находится. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим внимания на экран. Вот сейчас идет период частичной мобилизации. Достаточно ли образом оказывается поддержка мобилизованным и их семьям? Ой, на такой вопрос я не смогу ответить. Дело в том, что, получается, я не сильно информирована в этом вопросе, поэтому я не могу дать объективную оценку из-за того, что у меня мнение не сформировалось. Да или нет, положительное или отрицательное. Я где-то нахожусь на середине, поэтому мне сложно на это ответить. Не знаю, недостаточно, наверное. Чего не хватает, на ваш взгляд? Как нужно вообще поддерживать мобилизованных ребят? Не знаю, средствами, деньгами или... Ну, все идут ради денег, наверное, или как? Не за родину, а просто обеспечить семью, наверное. Самое главное это. Нет, это слабо. Да. О каких мерах вообще вы знаете? О чем слышали? Ну, всякие фонды, знаю то, что есть по сбору денег, и одежду им тоже пересылают. Все. Этого мало? Да, этого мало. Вот представим, да. Ну, у меня, допустим, товарищи вот сейчас. Да. Как мы им помочь самой? Мы с вами, допустим. Поддержкой, наверное. В общем, моральной. Добрым словом. Но, добрым словом, но все равно не можем там шоколад, конфеты. Мы все равно так не можем помочь. А добрым словом там, не знаю, писать им, типа, поддержка, словам поддержки можно написать. И, не знаю, уже все, наверное, только так можем. Но если наверное, лучший друг, наверное, или твой, если твой отец там пошел, тогда можно за них идти уже, с ним воевать, вместе. Наверное, чтобы им жертвовали что-то. Например? Ну, вещи, еду, одежда. Теплые вещи? Да. Что, друзья, как мы видим из опроса, большинство опрошенных респондентов ссылаются на недостаточность информации. Однако отмечают, что поддержка мобилизованных, она необходима. Давайте зададимся вопросом, почему население не в курсе о текущей ситуации? Действительно ли не хватает информации по ситуации? Или же дело во множестве фейков? Давайте зададимся таким вопросом, послушаем мнение. Ну, давайте начнем в этот раз с реалистов. Ребят, как вы считаете? Ну, я лично считаю, что не хотят приближаться к этой теме, наверное, от... Боятся? То есть люди сами избегают информации, на твой взгляд? Да, я так и хотел сказать. Спасибо, давайте поаплодируем. Мечтатели, какое у вас мнение на этот счет? Ну, я думаю, потому что некоторые просто ленятся искать, некоторым все равно на эту военную операцию. Я так считаю. Хорошо, спасибо, поаплодируем. Еще мнение? Я лично считаю, что информации достаточно. Просто люди сами избегают, абстрагируются, да, строят вокруг себя стены, чтобы не получать вообще информацию. Да. Хорошо, спасибо, давайте поаплодируем. Есть такое. Еще мнение? Я считаю, что информации достаточно, просто это заложено в воспитании. Молодежь не читает книги, газеты, даже информацию, которая дается в интернете, не смотрит новости, считает это неинтересным. Да. Я считаю, что информации достаточно. То есть она везде распространена, об этом говорят. Также Владимир Путин произносил речь
на прямом эфире. И мне кажется, что молодежь сама не интересуется данной темой, потому что, возможно, испытывает страх из-за сложившейся ситуации. Вячеслав, какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории? Ну, я начну с того, что вот наш общественный форум он назывался «Время действовать». Я вам, ребята, хочу пожелать. Действуйте, не ленитесь. Вот кажется вот вам, что вот перед вами целая жизнь. Я вам хочу сказать, что это обманчивое мнение. Время летит скоротечно. Тратьте его только на то, чтобы повышало ваше физическое, духовное и моральные качества. Поэтому занимайтесь собой, развивайтесь, будьте полезным своей стране. Не сидите на диване, а будьте так, чтобы после вас в этой стране что-то осталось полезное. Чтобы вы могли потом сказать, а вот это сделал я. С кем? С Петей. И оно до сих пор служит там, моему городу, моему селу, моей стране. Поэтому, когда вы вот это, об этом будете думать, тогда у вас такая жизнь интересная будет. Вы настолько будете закручены вот в этом омуте вот этой полезности, и вы будете понимать, что вы просто полезны своей стране. Вот тогда вам интересно будет. А когда ты просто живешь, не понимая, для чего, кому это надо, зачем это надо, вот это неинтересно. Будьте интересными, будьте креативными, не стесняйтесь, выступайте, говорите свои мысли. Вот так, чтобы они были действительно полезны. Потому что многие, вот я сейчас добавлю еще, многие критикуют. Там можно, вот, знаете, выступать с критикой там, в отношении власти. А я всегда говорю, я спрошу, а что ты сделал для своей страны? Что ты сделал? Критиковать все могут. А что ты сделал? Ты сам-то ничего. Но зачем критиковать? Предлагай идеи, а не критикуй. Предлагай идеи. То есть критиковать каждый может. Вышел, покричал, ушел. Заплатили тебе деньги. Ты, ой, красавчик, нет. Поэтому мой девиз такой, и я всегда придерживаюсь его, я всегда говорю, не спрашивай у Родины, что она тебе должна. Спроси себя, что ты для нее сделал. Ну что ж, уважаемые участники аудитории, у нас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою позицию. Соответственно, мечтатель, который убедился в позиции реалистов, может перейти к ним. И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, может перейти на их сторону. Поэтому, друзья, определяемся, меняете ли вы свою точку зрения, соответственно, позицию, ну и можно будет перейти на счет 3. 1, 2, 3. Давайте похлопаем. Давайте поаплодируем. Давайте послушаем молодого человека, который решил поменять свою точку зрения. Почему ты все-таки на это решился? Какой аргумент на тебя повлиял? Пока что в данное время материальной помощи и поддержки, но в данное время пока достаточно. И Хорошо. я как мечтатель перешел сюда. в эту Спасибо. сторону. Реалисты, давайте послушаем кого-нибудь из вас. Я осталась при своем мнении, потому что я считаю, что контрактникам, добровольцам нужна поддержка здесь и сейчас. Что ж, Вячеслав, по традиции нашей передачи вы можете, как гость, определить лучшего участника аудитории. Кого вам бы хотелось отметить? Я вот девушку бы отметил, она молодец, так активно. Давайте поаплодируем. Давайте я попросим подняться сюда. Вячеслав, поделитесь, пожалуйста, что вы подготовили для лучшего участника. Ну, мы подарим блокнот с ручкой, где написано очень грамотные слова. Самбо, наука побеждать. Пожалуйста, представься, немного расскажи о себе. Меня зовут Савинова Констанция. Я студентка медицинского института Северо-Восточного федерального университета. Также я являюсь активисткой 5-го юбилейного состава молодежной организации по имиджевой и корпоративной политике ИМКО СВФУ. Ну что ж, друзья, мы благодарим вас всех за участие. Сейчас приглашаем вас подняться сюда, на этот подиум, для того, чтобы мы еще могли друг с другом немного пообщаться, ну и пообщаться с нашим гостем Вячеславом. Пожалуйста, поднимаемся сюда.
Это была программа «Я молодой» С вами были ведущие Елена Гагарина. и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Формат этой передачи очень хороший. Я считаю, что он очень нужен. Я считаю, что больше вам лета работы. Развивайтесь, двигайтесь и действительно больше, чтобы у вас в вашей студии были люди, действительно, на которых можно было поравняться, чтобы они могли с молодежью вести не только воспитательную, патриотическую там работу, но и научные какие-то, и развивающие такие. Поэтому развивайтесь, идите вперед, очень полезно, очень нужно.